Ректор МГУ и глава Ингушетии заключили меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский-Ингушетия». Месяц чистых дел продолжает творить добро. Сотни малоимущих семей Карабулака получили благотворительную помощь. Продукция от производителя по ценам ниже рыночных. В Ингушетии проходят сельхозярмарки «Кмархаш», что представлено в Карабулаке. Назрань преображается на глазах. Проект «Комфортная городская среда» в действии. Что уже сделано, а что еще предстоит? Смертельный дым или просто привычка? Сегодня Всемирный день без табака. Сотрудники Центра медпрофилактики провели акцию. На канале «Ингушетия Новости 24». Добрый вечер. Российский союз ректоров в лице президента, ректора Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Судовничева и глава Ингушетии Юнусбек Евкуров заключили меморандум о создании научно-образовательного консорциума «Вернадский-Ингушетия», в рамках которого стороны намерены сотрудничать в области совместных научных исследований и реализации образовательных программ. Меморандум заключен в целях содействия реализации указа президента России от 7 мая 2018 года о национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года. Программа «Вернадский» была предложена ректором МГУ имени Ломоносова в апреле 2018 года на 11-м съезде Российского союза ректоров. Ее поддержал президент России Владимир Путин. Программа предусматривает, что ведущие университеты устанавливают четкие связи с университетами в регионах по своим наиболее продвинутым направлениям, организуют совместные кафедры, лаборатории, центры коллективного пользования. Более сотни малоимущих семей Карабулака сегодня получили благотворительную помощь. Раздача продуктовых наборов прошла в рамках флешмоба «Месяц чистых дел». Одной адресной помощью муниципалитет не ограничился. На нескольких улицах города проложили гравий. Эта временная мера облегчит передвижение горожан до полного благоустройства. Репортаж Светланы Томовой. Раньше о том, чтобы проехаться по этой улице на велосипеде, Магомед Катиев и не мечтал. Разбитая дорога, лужи и грязь. Через такие препятствия ежедневно приходилось проходить, чтобы пойти в школу или выйти с друзьями погулять. Но сейчас эта проблема осталась позади. Улица Грузинская в Карабулаке долгие годы стояла в списке в первую очередь требующих благоустройства. Ни такси, ни даже скорая помощь не могли заехать сюда беспрепятственно. Сейчас же передвигаться по ней по сравнению с тем, что было, одно удовольствие, делится Алихан Хадзиев. Здесь выложили гравий. Здесь большинство из-за дороги люди выезжали, на другую, под культуру выезжали, потому что здесь условий вообще не было здесь. يقول حد دقيقة الله حزن دادي يحتاج تا بتشا حزق كغنوس داد نو وصل حد دق دك حد أرواش وصل شواش وزبادش شيء بيدي كا ده قطعت بس ساق خيس. Переулок Промыслова и Градусова также ремонтируют. Здесь уже выложили первый слой гравия. Дальше будут укладывать гранулет. Также по городу в этот священный месяц ведутся ремонтно-ямочные работы. Все это делается в первую очередь для удобств жителей города. До завершения священного месяца Рамадан планируем завершить те работы, которые нам ведутся по восстановлению дорожного полотна, где это было разбито. И также вот во втором микрорайоне также проведена работа по прокладке новых дорог, где там не было, по 5 улицам.
с гравийным покрытием. Оттуда у нас поступало очень много обращений граждан на то, что не могут в дождливую погоду выехать, автотранспорт не могут, и кареты скорой помощи, что нас больше всего беспокоило, не могут подъехать по заявкам населения. В рамках проведения республиканского флешмоба «Добрые дела» нами запланированы и ведутся такие работы. Чистые помыслы и добрые дела – символ месяца Рамадан. О малоимущих семьях тоже не забыли. Для них подготовили продуктовые наборы. Туда входят мешки сахара, муки, масла, чай и сладости для детей. Очень приятно то, что не забывает нас. Каждый год по праздникам нас навещает, приносит помощь. Очень приятно, конечно. Спасибо. Всего за этот месяц в Карабулаке удалось охватить продуктовой помощью свыше 100 семей. Все это благодаря предпринимателям города, которые совместно с администрацией стараются помочь тем, кто в этом действительно нуждается. В рамках объявленного главой республики скажем так, акции месяца чистого дела нами был составлен план мероприятий. В том числе в план входила акция по оказанию помощи продуктов питания наиболее остро нуждающимся семьям города. Сегодня мы охватили порядка 100 семей, оказали помощь продуктам питания. До конца священного месяца Рамадан меньше недели. Несомненно, это период проявления милосердия и щедрости. Мусульмане должны прилагать усилия к искренним проявлениям этих качеств в своих поступках и деяниях. Светлана Томова, Джамалил Тамасханов. Новости 24. Присоединились к благотворительной акции и в военкоме региона. Представители ведомства в рамках акции и в преддверии Дня защиты детей оказали материальную помощь семьям, в которых есть дети-инвалиды. Всего охвачено около 10 малоимущих семей. В этот священный месяц и преддверии Мархаш такая помощь им просто необходима. Присоединиться к богоугодному делу может каждый желающий. Главное – желание помочь. Летом бар я поздравительный марьяти с летом бахалармади хозахят сидят сада масанин баркал халт качем шибира бомбой хабой летом хозахят. Мы собрали денежные средства, и вот сейчас такая действительно благотворительная акция. Мы рады, что участвуем в этой акции. И вот сейчас сельские поселения Икажево, сельское поселение Альтиево, Сунжа, город Сунжа и город Карабулак. Вот эти адреса у нас есть, этих детей. И вот мы сейчас проходим, вручаем, смотрим, какие, может быть, помимо этого, какая-то помощь нужна им. Я думаю, что это хорошая акция, чтобы мы всегда будем ее поддерживать. К другим темам. Ингушетия набрала максимальное количество баллов в рейтинге, составленном Минэкономразвития России по организации работы многофункциональных центров. В 2018 году отделы МФЦ республики оказали порядка 260 тысяч услуг. Республиканский многофункциональный центр ведет свою деятельность с 2014 года. За работой МФЦ в рамках поручения председателя правительства региона следит Комитет энергетики, транспорта, связи и информатизации. Диана Дударова расскажет. С момента открытия многофункциональных центров жителям больше не приходится стоять в длинных очередях для получения справок в госучреждениях, ходить по инстанциям. Теперь все необходимые документы можно получить у одного окна. Требуется только подать заявление и получить результат в установленный срок. Всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, проводят сотрудники МФЦ совместно с государственными и муниципальными органами власти. В Ингушетии функционирует 10 многофункциональных центров, 1 бизнес-МФЦ, 1 центр оказания услуг при Россельхозбанке и 24 территориальных
структурных подразделений, на базе которых организовано оказание где-то около 180 наименований услуг. В МФЦ оказывают 67 федеральных услуг, 46 региональных, 41 муниципальную и 31 услугу иных организаций. С момента открытия республиканского МФЦ здесь принято свыше 1 миллиона заявлений. Принцип одного окна, он доказал, что это и есть самое такое глобальное решение, которое было принято на федеральном уровне, вообще во всей Российской Федерации сегодня, именно реализовав данный принцип через МФЦ. В каждом населенном пункте, где у нас есть МФЦ, статистика, она отличается. Общая статистика по всем нашим, вывести если общую цифру, то от 1000 человек, то есть от 900 человек в день, я бы сказал. Да? Но бывает тогда так, что и 1500-2000 человек в день к нам обращаются. Здесь не бывает длинных очередей. Время ожидания максимум 20 минут. Ежегодно количество обслуживающих окон МФЦ увеличивается. На сегодняшний день их 152 единицы по всему региону. Время на прием одного человека зависит от вида предоставляемой услуги. Например, услуга Росреестра требует тщательной проверки документов, соответственно, на наличие ошибок. Поэтому именно на Росреестр услуг уходит больше всего времени, нежели чем на другие услуги. Это минут 15-20. Количество людей бывает как минимум 350 человек, да, за целый день, то один специалист может принять 30 человек, 30-25, да, в среднем. Также популярность набирает портал госуслуг. Не выходя из дома, оформить все заявки, оплатить госпошлину можно на сайте. Главное его преимущество – отсутствие очередей, оперативная обработка данных и скидка на госпошлину в размере 30%. Мы, как орган власти, должны были 70% услуг предоставлять в электронном виде. Вот. По данному показателю у нас близка была цифра, то есть в отличие от других регионов. Вот. И мы занимали неплохое место, даже выше среднего места по России, именно по предоставлению услуг в электронном виде. Весь план работы многофункциональных центров в первую очередь строится в Комитете энергетики, транспорта, связи и информатизации. Он же осуществляет полный контроль за деятельностью МФЦ и качественным исполнением поставленных задач. Тот результат, который сегодня достигается МФЦ, да, он зарождается, то есть сама идея зарождается в нашем вышестоящей организации. То есть это те люди, которые сегодня управляют именно МФЦ и в том числе подготавливают ряд поручений, которые мы сегодня реализуем здесь. Наиболее востребованные у жителей услуги Росреестра, Пенсионного фонда, МВД и Минсвязи. Словом, популярность многофункциональных центров оправдана, ведь это экономия времени и нервов. С начала деятельности республиканский МФЦ показал высокий уровень эффективности среди регионов России и по итогам 2018 года набрал максимальное количество баллов – 85. Диана Дударова, Магомед Даскиев, Новости 24. Широкий ассортимент товаров как местных, так и производителей из соседних республик. Во всех районах Ингушетии открыты сельскохозяйственные ярмарки. В преддверии главного мусульманского праздника Мархаш у жителей и гостей республики есть возможность приобрести товары по ценам ниже рыночных. Здесь найдется практически все – мясомолочная продукция, фрукты, мед и даже ягоды. О ярмарке в Карабулаке расскажет Тамара Хашагульгова. Мясо, зерно, клубника, мед. Привычного ажиотажа с утра на ярмарке нет. Многие жители отложили поход за продуктами на следующий день из-за пятничной молитвы. Однако есть и те, кто решил отовариться за пару часов до Рузбы. Самая большая очередь за зерном. Якуб Тибоев, узнав о том, что в Карабулаке проходит ярмарка, приехал не раздумывая. Где еще можно купить товар по столь приемлемой цене и такого хорошего качества, говорит он. Ираги Воделов сегодня в роли продавца и покупателя одновременно. На ярмарку он привез подсолнечное масло собственного производства и кукурузную муку, а заодно решил совместить приятное с полезным и закупиться необходимыми продуктами.
Не секрет, что главные блюда на Мархаж у ингушей традиционно мясные, поэтому мясо на ярмарке, можно сказать, самый популярный продукт. Во многом за счет цены. Говядина здесь обойдется в 270-280 рублей. Пока одни загружают в машину уже купленный товар, другие еще осматриваются и определяются с выбором. Цена и качество приемлемые. Об этом говорят как покупатели, так и сами производители. Нам не разрешают процентов 30, чем рыночный. Нам надо ниже сделать. Вот примерно ведро жуж стоит 500 рублей на базаре, а мы больше 300 не можем. Масло, например, 180-200 рублей, 150 выше мы не сможем, не разрешают. Специально это делается для поддержки, чтобы легче было людям. Первый раз здесь это. Годы тажали, сенез эти да садолдер издячер, чана, вы риништи чана. Крупто хаме ехать шталар, яни, кто долго сен ищ, задох не ищи, марка, а вот это хаме дизели. Вся продукция, представленная на ярмарке, местного производства. Ингушские фермеры не упускают возможности продемонстрировать весь ассортимент товаров и поучаствовать в таких мероприятиях. Поставляем сюда и мясо, и пшеницу, и овощи, фрукты поставляем, говядина, баранина, мед. Думаю, что для населения это какая-то помощь. Стараемся, чтобы по пониженным ценам продавалось все это дело. Подобные сельхозярмарки – хорошее подспорье для жителей республики в преддверии праздника. Не секрет, перед Мархажем многие торговцы завышают цены на продукцию, но не здесь. За ними внимательно следят организаторы ярмарки – Министерство сельского хозяйства. По поручению главы республики Юнусбека Маткиревича была поставлена четкая задача, был составлен график, какие сельхозтоваропроизводители будут продавать, на каком месте, по какой цене, чтобы была чтобы участники цены не добавляли, которые к нам приезжают людей Чеченской республики, из Кабардино-Балкарии, Осетии, чтобы они не добавляли из Дагестана, чтобы мы могли со стороны мониторинга вести. Поэтому мы вот проделаем большую работу. Все, кто не успел закупиться продуктами сегодня, смогут это сделать в субботу. Последний день предпраздничных ярмарок – 1 июня. Тамара Хашагульгова, Магомед Белакиев, Новости 24. Качественную мясную продукцию представляет и «Эко-Муслим-продукт». Мясоперерабатывающий комбинат считается одним из крупнейших в СКФО. Инвестиционное предприятие, расположенное в Икажево, специализируется на производстве экологически чистых мясных продуктов, что доказано высоким спросом. О производственной мощности и развитии комбината расскажет Ася Ивлоева. Разведение скота в Ингушетии является традиционным направлением в сельском хозяйстве. Этому способствуют и благоприятные природно-климатические условия, наличие пастбищ и сенокосов. Кроме того, баранина и говядина являются у населения основными продуктами потребления. Все эти предпосылки были благоприятны для развития в регионе мясоперерабатывающего производства и стали причиной строительства в сельском поселении Икажево инвестиционного предприятия «Эко-Муслим-продукт», рассчитанного на производственную мощность более 150 голов крупнорогатого скота и 1500 голов мелкорогатого скота в смену. Вот это наша откормочная площадка на 800 голов, где у нас происходит процесс набора веса. Откорм занимает от 4 до 6 месяцев. Привозим сюда примерно 5-6 месяцев телят. И до достижения убойного веса здесь мы их содержим. Содержание на комбинированном корме, это зерновой откорм в первую очередь, и комбинируем с сеном. Тут порода какая, разная или? В основном мы привозим породы мясные. Это симменталы, казахские белоголовые, бывают герефорды, чернопестрые породы. Именно мясное направление, потому что оно дает в более короткий период времени лучший результат по набору мяса.
Компания специализируется на производстве экологически чистых мясных продуктов. Реализация мяса в основном происходит в пределах региона, но есть ряд заведений из соседних регионов, которые закупаются мясными продуктами только здесь. В основном их привлекает мраморная говядина, ведь в целом предприятие ориентировано на производство деликатесной говядины. Но процесс этот трудоемкий и затратный, для соблюдения которого должен быть так называемый замкнутый цикл производства. Нужна своя откормочная база, привозное содержание и зерновой откорм скота. И в этом работники мясокомбината постарались на славу. Это наш кормовой цех, зернодробилка. Это вот смесь уже готовая к использованию, о которой я рассказывал. Это 30% кукурузы, 70% пшеницы. То есть вы корм, получается, сами? Полностью сами, да, готовим. Это очень удобно на самом деле. Вот. Это вот те запасы, которые сейчас остались, скоро пора настанет их восполнять. А примерно вот эти запасы, когда у вас закончатся примерно? Ну, это примерно на месяц работы. Это немного. Но самая главная деталь, которая привлекает местных жителей, это уверенность в том, что эта продукция строго халяльная, ведь здесь продают только мясо скотины, которое зарезано в стенах самого мясокомбината. И это принципиально для руководства предприятия, тем более, что здесь для этого созданы всевозможные условия. Самое интересное это то, что в процессе разделывания мясо ни разу не попадает на пол. Оно всегда висит на специальных прутьях, которые, как по щелчку пальцев, доставляют его прямиком в холодильную камеру. Это вот мы сейчас находимся в убойном цеху, халяльный бокс. Вот здесь происходит максимально безболезненный убой животного по всем канонам ислама. Вот здесь животное фиксируется, потом бокс переворачивается на 180 градусов, животное оказывается головой вниз, и бойщик, мусульманин с именем Аллаха, режет ножом. И происходит дальше обескравливание животного. Вот. Но это гораздо более гуманный способ, наверное, самый гуманный способ, чем принято на обычных мясокомбинатах, там, когда это происходит ударом тока. Все мясные продукты производятся строго в стенах предприятий на особом оборудовании, которое закупили сравнительно недавно. Асия Ивлеева, Асхаб Белакиев, Новости 24. В правительстве Ингушетии подвели итоги первого Всероссийского экологического форума единороссов «Чистая страна», который прошел в Челябинске. В нем приняли участие около 600 активистов. Ингушетию представило Министерство природных ресурсов республики. Эксперты-экологи совместно с властями на 3 тематических площадках обсудили меры по улучшению экологии в регионах. Подводя итоги форума, на заседании в правительстве затронули тему реализации в республике нацпроекта «Экология» и основных проблем рекультивации свалок. Большое внимание уделили вопросу осуществления реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в нашем регионе. Суть реформы заключается в том, что весь оборот твердых коммунальных отходов берется под контроль государства. Это делается путем создания и внедрения системы региональных схем обращения с отходом. В общем, такая система замкнутого цикла от источника образования отходов и до момента утилизации либо переработки этих отходов. Вся система должна быть прозрачной и под контролем государства. А реализовываться это будет непосредственно уже через систему региональных операторов. В регионах созданы региональные операторы по обращению с отходами, которые и реализуют вот эту цепочку по сбору, транспортировке и утилизации отходов. А вот в рамках другого национального проекта «Жилье и городская среда» в Назране активными темпами идет масштабное благоустройство территории. Поводом для обустройства послужили обращения и просьбы горожан. Проект «Комфортная городская среда» уже успешно закрепился в разных уголках региона и позволил сделать комфортнее жизнь сотен людей. О его реализации в Назране расскажет Дана Плиева. Несколько движений дрелью, пару шурупов, и теперь многоэтажный дом на проспекте Базоркина украшает табличка с надписью «Наш двор благоустроен» в рамках проекта «Комфортная городская среда». Теперь такие вывески будут висеть на всех дворовых и общественных территориях города, благоустроенных в рамках федерального проекта. Такое украшение – инициатива назрановской администрации. Мне приятно, что администрация города Назран впервые из всех населенных пунктов внесли лепту, и что мы чтобы люди знали, чтобы люди видели, кто как работает, будут вывешены таблички.
эта работа будет продолжена, я думаю, в дальнейшем. К слову, эта дворовая территория благоустроена одной из первых. Новые качели, горка, скамейки, урны, площадка для игр и зона отдыха, где свой досуг могут проводить и взрослые, и дети. В рамках проекта построен и новый стадион, где юные мальчишки учатся играть, оттачивают свое владение мячом и забивают свои первые голы. Свою лепту в благоустройство двора вносят и жители. Этот яркий цветочный ковер из роз самых разных видов, ромашек, колокольчиков и других цветов Хава Ганиева расстелила 6 лет назад, когда двор еще не был облагорожен. Признается, до этого его украшали только цветы. Ну, хоз твоя, своя, меткши, могут не пар. Так, а с хоза твоя, а хоз хити, сара арбони, цыганских, цыгандат ахушиш, да, сепарат, да, масни. Благоустроенные скверы, парки, дворовые территории, отремонтированные улицы. За 2 года, как действует партийный проект, город стал чище и комфортнее. Подобные преобразования продолжатся в Назране и в этом году. Обустроена уже в 2017 году одна дворовая территория, вот, 1 сквер обустроен, в 2018 году 2 дворовые территории. 1 сквер, он большой вдоль канала. Вы знаете, что там творилось раньше, какая сейчас там приятная картина. На территории города в 2019 году будет обустроено 2 общественные территории и 5 улиц. И эта работа, я думаю, будет продолжаться в следующие годы. Ну а в селении Альтиево в рамках проекта «Городская среда» вовсю идет укладка асфальта на улицах Пионерская и Хвойная. Работы по ремонту улиц начали еще неделю назад. Рабочие уже разровняли и подготовили к укладке километр дорожного полотна. И в течение 3 дней асфальт появится на всей протяженности улиц, делится глава администрации. Укатали граверы. Прежде чем положить этот асфальт, мы провели водопровод где-то 200 метров. Ухабы, ямы, впадины. Еще неделю назад эти улицы напоминали настоящую полосу препятствий. Из-за луж и грязи проехать по ним дождь было просто невозможно. Асфальт здесь был проложен еще 40 лет назад. Теперь новая дорога не создаст проблем автомобилистам и детям, которые ждут не дождутся возможности прокатиться на велосипедах. ديرج عبارة توي تخن تخاشكر يا حمد عدول يا بوشناخا وتخيور تانا وميرينا تخن وحلقة شبه حكي مشت بركل الله تخن سيجر ويورت باهش بوشناخا الكنيزاسية ده أنتو باجر ومسخن يلخش إيش كنتو باجي ودنوي إيش كنتو باجي حلي أختادي حلي بيتا كل وده كان ليرديهم بس ما سوى تربع شيء لا خير ده يصير كنيزاسية تويا حلي هون ما خيبوا طبوا حلي هون يستبال ما هذا أصل أسفل بتبشر يعني خبر ديتا عندي أسفل هم بشوان جوز بوهم حد جوال ميري برج بوق أدمستراتي برج بوق وحمل من وسق ولقى وصل ماش ديار يسخل برك الخلط إرزلوج باخل في برز ما خيبوت دال ديقل بولتشار بركتي بول يخدي ما شوف دوال مسينا شو أنا مسينا تونه. В течение 3 лет участия города в реализации программы «Комфортная городская среда» выделено более 50 миллионов рублей на ее реализацию. Одна из главных задач проекта – сделать наши города и дворы благоустроенными и комфортными для жизни. Дана Плиева, Магомед Белокиев, Новости 24. Вынужденные переселенцы из Северной Осетии в день празднования мусульманского праздника Мархаш смогут посетить свои родовые кладбища в соседней республике. Поездки, организованные Министерством по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии, состоятся в населенные пункты Чернореченская, Терк, Южный, Хутор Попов, Редант-2, Ир и Октябрьская. Выезд с нового автовокзала Назрани состоится 4 июня в 11:00. Курение вредит вашему здоровью. Можно ли предостеречь от вредной привычки одним таким призывом? Как показывает практика, нет. Сегодня Всемирный день без табака, ежегодно отмечаемый по инициативе Всемирной организации здравоохранения. И Ингушетия не исключение. Акцию, приуроченную ко дню без табака, провели сотрудники Республиканского центра медицинской профилактики. Подробности в сюжете нашего корреспондента.
Годами курить, не подозревая о болезнях, прогрессирующих с каждой новой сигаретой. Зачастую люди начинают задумываться, когда уже находятся под строгим контролем врачей, но может оказаться слишком поздно. Счастливчиками могут назвать себя такие, как Али Азиев. 48 лет подряд мужчина курил чуть ли не каждый день, но ни разу ни на что не жаловался и проверялся несколько раз. Врачи говорят, 100% здоровье. Хоть в космос лети. Бросил курить буквально месяц назад. Теперь эту дату он будет каждый год отмечать как праздник. أغار دولة يعني هم حيفت ملت حاجة متجيه حتى ينور صوز أغار دولة يعني دكيوه صوز لو دكيا هم قدأ دات إذا يتأشوا دكيا خوز صدق قرا بارغتوها حيدي بيخ شمن تسموها دكيا لاري دال حارم يجاسر يتأدي ده ناه مو أده وش شارك يتأدي. Надпись «Курение вредит вашему здоровью» на каждой упаковке сигарет никого не останавливает. Тут необходимо что-то посерьезнее, отмечают медики. Но что может быть показательнее ужасающих видеороликов в интернете, рассказы врачей о болезнях, из-за которых с каждым днем умирают люди. Известно, что более 25 заболеваний возникают и ухудшаются под воздействием табака, в том числе легочные, сердечно-сосудистые и онкологические. Правда, курильщиков это мало волнует, и потому цель такой акции – снижение распространенности табачной зависимости. Как мы знаем, у нас в республике, хоть это не очень актуально по сравнению с другими регионами России, но все-таки табакокурение имеет место быть. И осложнения у курильщиков мы тоже наблюдаем. Всемирный день отказа от курения отмечается ежегодно в последний майский день. В течение акции любой желающий может провериться. Врачи измеряют давление, интересуются, на что жалуются люди, и по необходимости направляют на консультацию к специалисту. Прохожим раздают буклеты, а также маленькие презенты, бумажные сигареты с надписью «-10 лет». Однако уговорами бросить курить можно в какой-то мере подействовать на человека, но попытки его переубедить не дадут никаких положительных результатов до тех пор, пока он сам не захочет отказаться от курения. Его здоровье в его руках. Макка Дударова, Адам Далаков, Новости 24. Дети – цветы жизни, и от взрослых зависит их счастливое и запоминающееся детство. Настоящее мультипликационное представление организовали для воспитанников детского сада «Жар-птица» в Плиево в преддверии Дня защиты детей. Ребята распевали песни и проявляли все свои творческие способности. Дана Плиева была в числе зрителей. Настоящее праздничное шоу, а виновники праздника – дети, ведь первый день лета они отмечают свой праздник – День защиты детей. Юных воспитанников развлекают аниматоры в костюмах героев мультфильмов и всем известной «Страны чудес». Дети повторяют все движения за артистами, с удовольствием участвуют в конкурсах. К одному из самых важных международных праздников, который отмечается в мире более 60 лет, воспитанники и весь педагогический состав подготовили насыщенную красочную программу. Гостей праздника ждали веселые песни, зажигательные танцы и целый паровоз со сладкой ватой. А для самих 220 маленьких непосед это место давно уже успело стать вторым домом. Садик «Жар-птица». Там бывает много праздников. Мы расскажем стихотворения. Скажи, а чему ты учишься в садике? Читать буквы, умным быть. Здесь дети не только развиваются физически и интеллектуально, но знакомятся со сверстниками, учатся общаться, заводят первых друзей. А чтобы их детство в садике было не только счастливым, но и познавательным, немало усилий прилагают сами воспитатели. Весь обучающий процесс у нас построен на игре. То, что для ребенка именно дошкольного возраста является самым характерным видом деятельности. Ну и в этом направлении мы, конечно, достигли определенных результатов, как нам кажется. Дети наши освоили именно эту программу на хорошем уровне. Результаты мониторинга им показали именно хороший уровень освоения программы детьми. К школе у нас дети в основном готовы, им мотивированы, они с удовольствием воспринимают знания, готовы к обучению. Вот можно собрать, например, свою гитару самостоятельно. Кроме многочисленных кружков, которые открыты в дошкольном учреждении, со следующего года в садике появится еще один новый на базе Назрановского клуба «Реновация». Детей научат строить различные модели роботов. Они могут каждый раз собирать новую какую-то конструкцию, которая либо будет
загораться, там светодиоды, какие-то лампочки будут включаться по их команде, либо будут действовать моторы, он будет там перемещаться в пространстве, будет сам перемещать какие-то объекты. То есть, казалось бы, дети еще не умеют толком читать, некоторые из них только выучили цифры, но уже эти цифры вот с помощью специальной программы, с помощью специального вот этого оборудования, они уже могут переводить в действие. 1 июня не только веселый праздник с песнями и танцами, но и повод напомнить обществу о необходимости соблюдать и уважать права ребенка. И задача этого дня – напомнить каждому взрослому, что даже самый маленький имеет свой голос, который нельзя игнорировать. Дана Плиева, Джамалил Тамасханов, Новости 24. Миннац Ингушетии приглашает молодежь республики принять участие во Всероссийском молодежном форуме «Формула согласия», который пройдет в Карачаево-Черкесии с 25 по 28 июня. Форум посвящен профилактике экстремизма и терроризма в молодежной среде. Организаторы – Федеральное агентство по делам молодежи и Национальный центр информационного противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде. Работа форума включает 4 тематических блока: национальная политика, религиозная безопасность, информационная безопасность и деструктивные субкультуры. К участию приглашаются специалисты в сфере национальных и религиозных отношений, блогеры, администраторы, модераторы популярных аккаунтов в соцсетях. Ну а сейчас анонс. В эту субботу о самых заметных событиях из жизни Северного Кавказа расскажет Зелимхан Калоев в еженедельной информационной программе «Новости СКФО». Новый замок для детей. Где строить? Сейчас садик построим. Это все уже доступно для ребенка. В Ингушетии появится еще один детский сад. Пополнение ждут всем карабулакам. Вампиры, которым не страшен свет. Мелкие кровососы в действии. Если бы я знала, я бы сразу же с клещом вместе обратилась в противоучебную станцию. Сейчас хорошо себя чувствую благодаря всему медперсоналу. В Дагестане зарегистрированы первые в этом году случаи заражения крымской геморрагической лихорадкой. Покорение неба и бесстрашный прыжок с высоты 9000 метров. Точку заданную прилетели, заданной точки парашютиста с 9 где-то 200. Выбросили, он тоже установил рекорд высоты. 2 рекорда России установлены на Ставрополье. Помощь круглый год. Стройматериалы и не только. Благотворительный фонд «Солидарность» помог жителям Ингушетии. Вместо погон – ферма. В 2013 году я ушел на пенсию по достижению возраста пенсионного. На семейном совете решили заняться скотоводством. Полицейские из Ханты-Мансийска поднимают сельское хозяйство в Карачаево-Черкесии. Об этом и не только расскажут новости Северного Кавказа в субботу в 21:40. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.